что за конфликт на этот раз в Абхазском театре? Да, действительно, конечно, очень неприятный конфликт, который не должен иметь места не только в театре, вообще нигде не должен быть, а люди культуры, тем более, когда связаны вот с такими событиями, это очень грустно, очень. Но здесь есть несколько причин, почему так случилось. Это не вдруг. Причина вот этого конфликта, который перерос вот в это, то, что было вчера, вы говорите, да, конкретно это началось 27 февраля. Это в день, когда из-за нарушения трудового законодательства была уволена бухгалтер. Был уволен, она женщина, поэтому говорю, бухгалтер. В этот же день началась акция, которую группы актеров и технических работников, это не вся труппа, вот что надо понимать, это не весь театр, это часть труппы, часть коллектива театра, которая назвала это забастовкой, но по нашему законодательству абхазскому это, конечно, не забастовка, это самоуправство, отказ от работы и так далее. Потому что забастовка, чтобы забастовку объявить, надо пройти какие-то процедуры, да, на общем собрании. Сейчас я не буду это все излагать. Ничего этого не было сделано. Более того, до сегодняшнего дня у меня нет никаких конкретных, тем более в письменном виде, требований или, я не знаю, что желает вот эта группа, которая отказалась от работы 27 числа, что они по существу хотят. Единственное, что мне удалось выяснить, это 3 пункта их требований. Это вернуть устав, который был раньше, вернуть директора, который был раньше, и худсовет, который был раньше. Но сразу я хочу сказать о том, что эти требования сами по себе абсурдны, потому что это люди, то есть актеры, работники театра, нанятые государством, да, учредителем на работу, требуют от этого же государства, каким должен быть устав, кто должен быть руководителем. То есть это очевидный нонсенс. Понимаете? Поэтому я все это время пытаюсь объяснить, не только я, мои заместители, у нас очень грамотный юрист есть, который ведет все дела наши, объяснить вот группе нашего театра, которые отказались от работы, к чему это может привести официально. Вот. А это наталкивается на абсолютное непонимание, раздражение, объяснение, что зачем, допустим, я пишу там уведомления и так далее. Я объясняю, что я как руководитель обязан, это не просто желание мое, или я обязан поставить в известность своих работников, если они нарушают трудовую дисциплину по нашему законодательству, к чему это может привести. Иначе, если я это не сделаю, потом учредители этого театра с меня могут потребовать, предупредил я или нет. Вот. Я пытаюсь это объяснить, но это очень жесткое сопротивление, выливается все это в грубость, оскорбление, унижение и так далее. Вот я, конечно, чтобы не портить имидж Абхазского театра, который и без того очень подорван, я до вчерашнего дня пытался и делал все для того, чтобы
вот этот негатив, который вот внутри, не вылез наружу. Понимаете? Потому что очень много людей среди интеллигенции, разных людей, которые меня знают, постоянно звонили, чувствуют, что что-то не то. Чем помочь? Я всегда говорил, я сам решу. Вот. И меня даже упрекали, ты все время говоришь, ты сам, но мы же видим, что нужно. Вот. Ну, до вчерашнего дня удавалось как-то. Вот. Но это, очевидно, была провокация, потому что если даже, допустим, группа людей театра, которые с чем-то не согласны, у них есть свое видение, это тоже, конечно, абсурдно, потому что у каждого актера есть свое видение театра. Театр же не может угождать конкретным актерам. Есть учредитель государства, да, который содержит этот театр, который выделяет средства для того, чтобы нанимает актеров для того, чтобы они несли культуру театральную в массы, а не для того, чтобы в любое время отказаться и сидеть, понимаете, требовать что-то. Вот. Просто элементарно всем нужно в законные русла, потому что вот эти выяснения отношений, родственные, понимаете, вот постоянно подсылают ко мне родственников своих, оскорбляют, угрожают, понимаете, в чем дело? Нельзя, просто нельзя. Я уже не молодой человек, я не все видел, конечно, и не во всех странах, например, был, но кое-где я был, кое-где я работал, и коллективы театральные, допустим, я начинал с Большого театра России, там, где мой руководитель работал, понимаете, и днем, и ночью я там работал, огромный коллектив, я видел, как этот механизм работает, да? В Корее я постоянно работал, я ставил и оперы, то есть и там, где 300 человек было, и где 500 человек было, понимаете, в чем дело? Нигде, везде есть проблемы, я не говорю, что везде, в творческих коллективах, и не только в творческих, человек так устроен, они есть, но другое дело, когда люди культуры решают какие-то проблемы, у них есть какой-то механизм, да, вот эта культурная платформа, которая позволяет не выходить на улицу и решать, понимаете, вот как вчера это произошло. Вот это самое обидное, и я даже не хотел это вы сами пришли, поэтому я вынужден какое-то разъяснение. Мне даже стыдно будет, потому что если кто-то увидит, и за рубежом мои друзья есть, да, что в Абхазии вот таким путем решают какие-то театральные дела. Каждый должен заниматься своим делом. Актер может иметь свое мнение, каким он видит театр. Да? Никто право не может отменить. Да? У него есть право так думать, но это не означает, что у него есть право требовать это. Этого никто не должен, потому что государство от него требует только, если он актер, это свое мастерство актерское через сцену показывать, понимаете? А не забастовками или отказом от работы и так далее. По конкретному случаю 27 февраля был уволен бухгалтер. Каким образом это увольнение помешало творческому процессу, что именно в этот день эта группа актеров и персонал, который их обслуживает, отказались от работы. Пришли на репетицию, они вместо репетиции сели и объявили так называемую забастовку. Каким образом бухгалтер, да, связан с актером? И поэтому я вчера написал такое уведомление, чтобы актеры, режиссер и все работники мне написали, как
это связано увольнение бухгалтера с их отказом от работы. Мы от этого вопроса никуда не денемся. Да, есть люди, которые очень не хотят связать вот эти два вопроса, но это совершенно очевидно, потому что ничего не мешало, я им тоже написал, а что мешало вот эти требования, хоть они мне не изложили, но изложили же, сделать 12 числа после премьеры, которая должна была состояться 11 марта, в день рождения нашего великого поэта Таифа Аджба, практически мученика войны. И вот это кощунственно. Сейчас, конечно, к закону это то, что они нарушают, не имеет прямого отношения, понимаете, но есть мораль. Это аморально, потому что 27-го, 11-го практически все наши репетиции, все было подготовлено, только у нас есть понятие «зеленая дорога», то есть полностью освободили большую сцену, чтобы просто только этим спектаклем заниматься, и причем это входило в государственную программу, они сорвали. Естественно, как руководитель я должен знать, почему нельзя было перенести это на 12 число после премьеры, если у них есть какие-то требования. Вот это вызвало вчера неадекватную реакцию. Зачем вы это пишете, зачем? Извините, я объяснил много раз, и не только я объяснил, и юрист объясняет. И вот вчера представитель прокуратуры был, тоже попыталась с ними говорить, но встречает совершенно неадекватную реакцию, агрессию и так далее. Понимаете? Этому надо положить конец. И эта проблема возникла не сегодня. Если мы уйдем, корни нас приведут в 60-е годы, а там еще можно дальше пойти. Но 60-й год, 61-й год, когда Нелли Эшпа пришла в этот театр. Я очень хорошо знаю эту историю, сейчас я не буду это говорить, потому что я пишу эту историю о нашем театре. Не подетально известны, кто что говорил, как действовал и так далее. Поэтому, если сегодня актер вам дает интервью, который говорит, что мы хотим сделать абхазский театр, я сразу вспомнил 1973 год, когда 3 человека из абхазского театра на грузинском телевидении давали интервью, сказали то же самое, что мы хотим сделать новый театр. А грузинская журналистка сказала, а как новый театр, у вас же есть великий режиссер Нелли Эшпа. Они сказали, она уже устарела, а мы будем делать новый театр. И мы с вами свидетели, какой новый театр нам дали. Я, кстати, сегодня только утром послушал ваше интервью с нашим артистом, который считает, что он сделает абхазский театр. А мы какой театр делаем? Это тоже абхазский театр, только он немножко другой. У нас существенно разница видения вот этого абхазского театра. Понимаете, в чем дело? Не самодеятельного уровня, клубного, а чтобы наш театр, который был одним из лучших театров Советского Союза, это наш театр, который 2-е место занял на всесоюзном конкурсе театрального искусства, и то вы понимаете, что 1-е место занял Товстоногов, да, учитель, профессор нашего великого режиссера Нелли Эшпа. Ей дали 2-е место. Вы понимаете? И после этого всего, вот группа наших людей, которые я вам сказал, они говорят, говорили, что хотят сделать абхазский театр, новый театр. Ассоциаций очень много, поэтому каждая фраза, которую я слышу, якобы такие понимаете, заявления абсолютно голословные, абсолютно
искаженное понимание театра. Театр – это не только абхазский театр, понимаете, чтобы театр же не в Абхазии возник, правильно? И как наука, медицина, да, техника, которой мы пользуемся, вот записываем, это же не мы создали, да? И поэтому, чтобы оператору знать, как работать с этой аппаратурой, он не должен выдумывать какие-то абхазские законы, он должен изучить, как работать вот с этой аппаратурой, которую написали те, которые сделали этот аппарат. То же самое театр. У театра свой механизм, своя внутренняя жизнь. Это живой организм, который по особым законам действует, понимаете? Вот это то, что они говорят, мы хотим сделать абхазский театр вот так, перед премьерой раз взяли, отказались от работы и сидеть, забастовать, вот это называется абхазский театр. Или же грубость, которую я каждый день слышу, унижение, оскорбление, вот это абхазский театр. Или все-таки мы примем какие-то общечеловеческие законы, да, по которым развивается театр, вообще мировой театр. Вот что такое, вот что я хочу сказать. Потом есть другая, еще, это же не вся часть, да, есть другая часть актеров, очень образованных, которым надоели вот эти конфликты, которые, я говорю, с 60-х, да еще дальше идут, которые мешают творческому процессу, которые приводят к трагедиям человеческим, понимаете, как трагедия, допустим, которая связана с Нелли Эшпа. Вот этот величайший режиссер, который во всем Советском Союзе огромном входила в десятку лучших режиссеров Советского Союза, а она была изгнана. Вот такими ситуациями, забастовками, унижениями этого человека вынудили уйти из абхазского театра. Вот эта ситуация после этого не дает до сих пор нормально функционировать нашему режиссеру, здравствующему, дай Бог здоровья, Валерию Михайловичу Кове, который наш театр абхазский, да, показал не только вот в бывших советских республиках, но и за рубежом, понимаете? И там, где несколько спектаклей имеют гран-при на международных фестивалях, и вот этому человеку тоже вот эта обстановка, вот эти же действующие лица, которые сегодня же вот, организовывают вот такие стачки, забастовки, я не знаю, как это, отказ от работы, понимаете? Вот эти же люди лишили более 3 лет в этом театре до моего прихода не шли спектакли Валерия Ковя. То есть целая группа актеров, занятых в спектаклях Кове, которые за рубежом наше театральное искусство представляли на должном уровне, они были лишены сцены. Да, бывшие работники театра говорят о том, что это они сами не захотели. Ну, вы знаете, разговаривать можно, вы одно скажете, я другое. По факту они не выступали. Кто виноват? Должны выяснять, понимаете, какие причины. Но это же ненормально. Это режиссер на сегодня, это режиссер, который в любой точке мира. Вот я вам говорю, я сам профессором университета работал, я работал во многих коллективах, руководил и так далее. Я абсолютно убежден, что вот этот Валерий Михайлович Кове, его можно послать и в Америку, и во Францию, в любой точке мира он может мастер-классы проводить, понимаете? А как мы с ним здесь поступаем? Ну нельзя так варварски относиться к творческим людям. И это не потому, что я отдельно его поддерживаю или другое. Я просто говорю, что на сегодняшний день это величина,
который может наше театральное искусство представить вне Абхазии и на очень высочайшем уровне.